Мен Семен Петрович Данилов келгенен Анна Семеновна Данилова туһунан кепсектин бааран. Кини Семен Петрович әпте көсүрүттен барбыта кенеттен тоқпар Семен Данилов жылатын нехелиндик те быһытынан онда келгенде быһытына тотан калбыты кенет. Эннегенен мен ол Семен жылатынан жарсынар киһи болорун быһытынан Семен денемниктерин бастан жоңго сырга билиһиннериге барытыгар Анна Семеновна көңүллетен туран, кинеттен суруктанан, кини меха көңүллән Семен Петрович Данилов библиографы болар, минитәгәр киһим ден меха сурук бирбите. Ол иһим боланы минити Семен Петрович ялатына жарыктанаман. Он солар отуча болла, төдөнчә дә боланы да болла. Onun jarıktamadım onunla baratır Anna Semenovna ütüten öte var. Kini kergenen tolor süne bağlağa ate. Oğuldu Semen Pетрович huruz bıttan hamı soltalaqtıra bu çaqçılar ona sınalar den dödönçe hılıçtatı hurumut dinamligin bulaqtaq debite. Onu betetten taharar nada bolbuta. Onda men belemnämmin bütünlüte onus olsa teteret üdde galbaq toq. Bıha qoyda qasatton bes betetne riskutuk. Taqsar. Onu öskine bıha maran sürbe bes betetne rista quduk. Bastıqı tomun Anna Semenovna Киди Тулхурьян, он бы издательство бичикке келдире жибуппут. Оны тугыда биричинен тогора ол оны тахарбакка Анна Семеновна төттүрү бирбиттире. Ол бирчинети баарылы бака калды. Дегене те таксыбыт эбите боллар, ологоты сыла күнэ боллагана де. Били бени сылырдагы Литературный меккедерде. Вот догите башарын ялата оланы хүддәүчүтү көстөр. Ол оланы тарихка дейин болбут. Ол сенин Анна Семеновна бу уол ниетин быһытынан хүддә улахан сорталах. Били литература дейин билетерге долы элбах улахан билилек суриячылар ахария келелер эбетерана атак. Улахан сен фурячылар агар жерлерге көссүһү болар. Онна баратыгар Анна Семеновна кергенигер көмө болан. Ол улахан билиле актонору ахатан сиетен көрсөн үшүгө бетери оңрон олох жегинага кудук. Ол улуснадыла. Постол себир окозаттан сагалан тоқтарын бүтін хүддәүчөйтүк көстерете кулормен манна кенлер таачаларгар солу хыны көсүбеттерин гер бар этим онно көдөккө тоқта лагадакта элбек сүгөһөддерти ол ихин болагана Семен Петрович доктор улахан Россия сурячылара анды улахан сурячылара бары Семен Петрович үтәтебистәне Анна Семеновна атын аттылар. Кини дору бетигәр инталалар. Ол кудук улган спорталар. Бәте Семен багай киһи Канада билбә көстәр. Университетка библиотека әлләр көйәтен тогыры абонементна. Оны бихи йөрәмәсен градусын бакыты нидә тәнәгәр итеп. Онны вакытта саңатыгы тагып бартын тогна тергән алан бирә булар. Онна биргәһтергә тоқтанха үшүгэй киһи. Ола димнәхтик сибилэйэ гана ол кини оголора хуактаннар эки оны иппиттере оголорна кыйы. Ол бут кыйын хатан хыдыбатага такыйы боллагана ченнешесы быһылеккенге бараны олан ин үшүгэй быһыт болан атаран киэспе тахсан буманна кеден
ол донорун тохтартан жететтен береннерен кене квартира bir коста bu квартира olan onu korak kollar barbarısından onu. Onun bolanı ötüründe bolkunan baran anasının yolunda olur buta sergeni kabetten sergakı olur buta senin elbite bolkunan baran kini ya bu senin o iki kilovatın iki kilovatın kadar kini vakti çekten kini o vakti veremem hüddağın bağırbata dağını ol бетин үетигер кылбатага. Ол да болбутун энегер мен этинде үшөтүк билер ки болорун быһытынан этекнада ана севнемне ата сола улахан суриятчы улахан поэт улахан салаятчы кергенин быһытынан олах ата улахандык аттанык тустак. Мария Алексеевна Черткова, видный ученый-селекционер, и Иван Михайлович Гоголев, народный поэт Якутии. Их жизнь сложилась как в песне «Иван да Марья», а соединила их мечта. Он хотел стать писателем, поэтом, воспевать родину, она выращивать растения, приносящие пользу и радость на севере. А встретились в Москве. Помог им выехать на учебу Василий Андреевич Протодьяконов, первый директор литературного музея. Так он будто соединил их судьбы и очень гордился этим, поддерживал и помогал. Когда юный поэт Иван Гоголев, которого уже тогда называли поэтом Божьей милостью, увидел ее с длинными косами, чудными бездонными очами, то сразу понял, что именно она станет его судьбой. Позднее он скажет: «3 женщины сыграли большую роль в моей жизни: бабушка, мама и супруга Мария Алексеевна Черткова. Она стала ему музой, любящей супругой, опорой во всем, матерью 3 творчески одаренных детей, прекрасным специалистом, ученым, которая смогла вырастить сад на вечной мерзлоте». Об этом он сказал: «Ты мой милый, просветленный, бесконечный май тому, да и я вечно зеленый, вероятно, потому». Она создала черной смородиной, полной целительной силой, и особые северные яблоньки. Теперь их выращивают по всей Якутии. В саду ее поэт создал свои лучшие произведения. Она вдохновляла, помогала во всем, и полной любви и благодарности он посвятил ей свои лучшие стихи и песни. Любимая песня якутян «Якутия моя родная» родилась благодаря любви к ней, как и первая якутская оперетта «Цветок севера» с главной героиней Марией. Музыку написал Грант Григорян. Ее тепло, забота придавали сил ему. Поэт Иван Гоголев говорил: «Обо мне значит о тебе значит обо мне». Они не просто работали, а отдавали своему труду душу и сердце. Их труд был отмечен народным признанием и множеством высоких правительственных наград. И мы, ее потомки, дети, бесконечно благодарны судьбе, что она подарила нам такую мать, отца, которые считали своим долгом внести свой вклад в дело процветания республики. Их жизнь, полная самоотдачи труда на благо людей, Родины, благородство и доброта, стала примером нам, как и для тех, кто знал их, ценил и уважал. О жизни с ней поэт сказал: «Судьбе своей я верен до конца, сомнения меня не беспокоят, ведь, зная тайну, миру не откроют ее вовек влюбленные сердца». Задумчивое мерцание свечей, страницы с рифмами строк, как белокрылые птицы, разлетелись по всему домишку, где живут поэт и его муза. Поскрипывает перо поэта, а муза перебирает на полу эти белые крылья его будущих книг. Нашу красавицу-маму, Наталью Иннокентьевну, природа наделила многими талантами.
В детстве она училась скрипке, танцевала, но стала медиком. И медиком тоже по призванию. В годы войны совсем юным фельдшером она самоотверженно лечила и спасала жизни на Крайнем Севере, на Быковом мысе, и причем в самых немыслимых ситуациях, на собачьих упряжках, самую жестокую пургу. Папа очень гордился мамой не только в молодости, но и когда наша мужественная мама, так и не восстановившись до конца после тяжелой болезни, старалась создать уют, комфорт для его творчества. Мама обладала удивительным талантом любить людей. Поэтому про наших родителей можно сказать: нет повести счастливее на свете, потому что они вместе победили все испытания и удары жизни. В каждую из нас пятерых вложила свое материнское сердце и частицу своей неординарной, талантливой натуры. Именно своей не сдающейся, отважной музе наш папа читал, советуясь, различные варианты строк, делился замыслами, идеями. Мы всегда думаем, что судьба наших родителей – это удивительный роман, написанный самой жизнью. Проснись, любимая, проснись, уж пора. Принес я букеты, освеженные дождем, росы ожерелья, сияние утра блестят разноцветно, качаясь на нем. Пусть искрами рдеет духмяный букет, как наши сердца и любовь молодых. И пусть нам в грядущем на пристани лет он память устанет о зорях былых. Там, где великий океан льдов гоняет караван, солнце летнюю порой беззакатно над горой, как зеркально медный щит сутки круглые висит, так над гребнями годов, разгораясь вновь и вновь, беззакатно светит твой образ верный, дорогой.